Первое ЧП произошло в Сулюкте 5 октября. Там группа мужчин добывала уголь на шахте Абдукахар-Кен. Как только спасатели получили информацию о выходе углекислого газа в шахте, они выехали на место. Вытащили всех 5 мужчин, но 3 были в тяжелом состоянии. И несмотря на усилия спасателей, они скончались в больнице. Все погибшие являются родственниками. Из 5 удалось выжить только 2 горнякам. А второй случай произошел уже в районе города Кызылкия, сразу же на следующий день. Там углекислым газом на глубине 45 метров в забое номер 5 на участке Босуч Кургонского Айыльного Аймака отравились 3 мужчин. ЧП произошло 6 октября в 12:20. На месте выехали 9 спасателей и обнаружили в шахте тела 3 мужчин. Спасать их было поздно, тела просто вытащили. Такое, к сожалению, происходит очень часто, особенно перед наступлением отопительного сезона. Все хотят добыть дешево уголь, но расплачиваются за это дорогой ценой, травмами, жизнью. По обоим фактам начато расследование. Кроме того, изучают случившееся и межведомственные комиссии. Как было сказано сегодня на срочном совещании главой Госэкотехинспекции Джолдошбеком Джунушевым, трагедия в Кызылке произошла по причине пренебрежения мерами технической безопасности на заброшенных и законсервированных участках шахт, где велась нелегальная добыча угля. А в Сулюкте 3 граждан погибли в результате грубого несоблюдения требований безопасности со стороны компании-обладателя лицензии на добычу угля. В Баткенской области насчитывается несколько десятков угольных шахт. Аварии происходят в основном в Сулюкте. Район этот еще называют родиной черного золота. Тот участок, где погибли 3 мужчин, разрабатывает ОСО Абдукахар-Кен. После остановки работ в 2016 году компания возобновила работы только в октябре прошлого года. Всего у компании 2 лицензии на право добычи угля на участках Сулюкты. Как оказалось, компания была включена в план проверок субъектов предпринимательства на ноябрь текущего года. В 2015 году мы выдали лицензию. Мы не смотрим за тем, какие там созданы условия по соблюдению техники безопасности. За это отвечает Госэкотехинспекция. Плановая проверка с нашим региональным управлением по плану у нас заложена на ноябрь 2019 года. До этого вообще, согласно закону о проверках субъектов предпринимательства, запрещается до 3 лет проверять вновь созданные ОСО и фирмы. Нами раньше выдавались предписания специалисту Ичкорганского Айыл Өкмөтү и председателю Айыл Өкмөтү, чтобы они не допустили апачей, то есть старателей называется, которые ведут добычу не в установленных местах и без разрешительной документации. За невыполнение предписаний специалист Айыльного округа был оштрафован. Вообще здесь Айыл Өкмөтү должен ответить. Они ответственны по закону. Закон о недрах, статья 7, пункт 4. Семьям погибших и пострадавшим в правительстве поручили оказать всю необходимую помощь. Также поручено соответствующим органам провести разъяснительные беседы с населением, чтобы впредь таких трагедий избежать. Тем не менее, жертв безразличного отношения к соблюдению правил безопасности на шахтах страны с каждым годом не становится меньше. Джангул Мырзадуйшинбекова, Самат Далатахунов, НТС.